Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Для улучшения качества жизни пациентов аппарат водоподготовки для отделения гемодиализа введен в эксплуатацию. Остинская журналистика понесла тяжелую утрату. На 86-м году ушел из жизни Ленгиор Гусов. 40 дней без народной артистки Южной и Северной Осетии, поэтессы Людмилы Головановой. В Госдрамтеатре состоялся вечер памяти. Аппарат водоподготовки для отделения гемодиализа был доработан и введен в эксплуатацию. Это необходимый шаг для улучшения качества жизни пациентов, нуждающихся в процедурах гемодиализа. Тему продолжит Марьяна Чучьева. Аппарат водоподготовки для отделения гемодиализа был доработан и уже введен в эксплуатацию. Раньше отделение могло обслужить лишь 9 человек в день, если работать в 3 смены. Сегодняшняя мощность позволяет пропускать 30 человек в те же 3 смены. И ездить во Владикавказ пациентам больше нет необходимости. Bizden deszarze dializy, osztozocten dziadzikana через день. Сацарам убира фестойна нахца. Областишица мем квартира снимут куттайком. Маман артхазыстам ужам, поштиц парамазовтам. Сацарам убира. Кенне соростой, дисё хаб случай маю дгирцестам дзаджикавай май митны вороди маю тац порбуны бозодыстам. Маю абортац порбуны куннасараза дилазатлак взароди дацведи зардахацакута доблинис хости ерн хыздару манан нуджи на итфафлдар кутина носусит хаборма нуджи дар штарбуздыгна хитсаодан кенне соростеви. Для улучшения качества жизни пациентов, нуждающихся в процедурах гемодиализа, необходима дистиллированная вода для аппарата искусственной почки. Один из них – песчаный фильтр, второй у нас – угольный фильтр. Песчаный фильтр предназначен для того, чтобы улавливать грубые взвеси. Угольный фильтр железом в основном улавливает, и не только. Есть ионообменная смола. Дело в том, что наша водоподготовка предыдущая давала сбой в работе, и в феврале этого года, и еще в апреле этого года наши пациенты были направлены для получения процедур гемодиализа во Владикавказ. Они находились там по 2 недели в обоих случаях. За это время просто водоподготовку чинили, и наши пациенты возвращались обратно. Сейчас мы предложили нашим пациентам, желающим, могли бы поехать во Владикавказ на время ремонта и монтажа водоподготовки, но никто из наших пациентов не уехал. Решили переждать это тяжелое время и для персонала, и для пациентов все вместе. Ввиду многочисленных обращений граждан по поводу отсутствия возможности проходить курс гемодиализа в республике, было решено обратиться к главе государства. В связи с чем Министерству здравоохранения и социального развития Республики Южная Осетия было дано поручение разрешить сложившуюся ситуацию. Всего сегодня на гемодиализе в республике находится 16 человек. Марьяна Чучьева, Заур Устаев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции на заседании оперативного штаба решено продлить до 20 декабря 2021 года функционирование высшего учебного учреждения, среднепрофессиональных учебных заведений, дошкольных учреждений, детских развлекательных центров, объектов физической культуры и спорта. Объектам общественного питания запрещено проведение массовых празднично-торжественных мероприятий, рекомендовано ограничение посещения похоронных мероприятий. Решения оперативного штаба вступают в силу с 1 декабря 2021 года. На 86-м году не стало известного остинского журналиста Ленгиора Гусова. Он всю жизнь проработал на разных должностях. Одаренный и всесторонне развитый человек всегда был готов прийти на помощь каждому. В последние годы жизни Ленгиор Георгиевич тяжело болел, но все же ему удалось завершить работу над книгой «Этнические метаморфозы». Его с особой теплотой будут вспоминать все, кто его знал.
Осетинская журналистика понесла тяжелую утрату. На 86-м году жизни скончался выдающийся осетинский журналист, фотолетописец новой и новейшей истории и деятель национально-освободительного движения Южной Осетии Ленгер Георгиевич Гусов. Всесторонне развитый человек, он находил общий язык со всеми, всегда был готов помочь каждому, кто в этом нуждался. Ленгер Георгиевич был разносторонне одаренным человеком, патриотом своей родины. В должности фотокорреспондента он запечатлел картины мирной жизни Южной Осетии. Уже в послевоенные годы Гусова назначают на должность главного редактора республиканской газеты «Южная Осетия». В период непримиримого военно-политического противоборства между Южной Осетией и Грузией стороны создали телеканалы, вещающие на языках друг друга. Ленгер Гусов в это время возглавил информационно-аналитическую передачу «Азри» на грузинском языке на государственном телеканале Южной Осетии, которая доносила до грузинского зрителя правду о происходящих событиях, разоблачая ложь официального Тбилиси. В эти годы ведущей передачи «Азри» была Фуза Парастаева. Она вспоминает о работе с выдающимся журналистом. А то, что касается Ленгера Георгиевича, о нем я могу только положительное сказать. Работать с ним мне было интересно и легко. Интересно, потому что он разбирался во всех сферах нашей жизни, в искусстве, в литературе, в истории, журналистике и так далее. И всегда его передачи всегда были, темы передач всегда были очень интересные. Народу они очень нравились. Годы работы, проведенные с Ленгером Гусовым, Фуза Парастаева запомнила на всю жизнь. Она до сих пор удивляется, как человек может быть таким интеллектуальным и всесторонне развитым. Он приносил тему, и мы работали, я передавала через микрофон на грузинском языке. Да, и всегда он направлял меня, потому что я все-таки журналистику не окончила, я совсем по другой специальности. Но единственное было то, что я неплохо знала грузинский язык. В последние годы жизни Ленгер Георгиевич тяжело болел, однако ему удалось завершить работу над книгой «Этнические метаморфозы» или «Грузинизация негрузин». Это тоже говорит о его силе духа, которая позволяла ему столько лет сопротивляться болезни и смерти. Ленгер Гусов останется в памяти как фотокорреспондент, педагог и патриот своей родины. Анжела Кукоева, Регина Черткоева, Алим Бетеев, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня. В Юго-Осетинском госдрамтеатре прошел вечер памяти Людмилы Головановой. Собравшиеся вспоминали деятельность поистине непревзойденной артистки, патриота Родины, талантливого поэта, наставницы и доброго, мудрого друга. Сегодня Людмила Графовна незримо присутствовала в стенах родного театра. Лучшие ее произведения читали артисты театра и студенты актерского факультета. Репортаж Стеллы Бязровой. Нарешті русак, дынгемем фамидек, маут ашгалге шестаждал. 40 дней без народной артистки Южной и Северной Осетии, поэтессы Людмилы Головановой. Вечер памяти в честь выдающегося человека прошел в Государственном драматическом театре. Родственники, коллеги, друзья вспоминали творческий и жизненный путь Людмилы Графовны. موخه فقودی عادیمون اشتراطیمون زنو آتزارم وی نادر باشه جن تئاتر ما وی نادر باکش جن تئاتر وی نیشال زاجیم تو در فلا مخال خطر قد کنجستم مخه الخطر مشستم اما جورجستم من لودافت زاختا، من لودافت قازدی، من لودافت лудовди, алхата рафтавичи. Ближайший друг, однокурсница и коллега Эвелина Гукаева не сдерживает слез, вспоминая Людмилу Графовну. По ее словам, вместе они прошли долгий, интересный творческий путь. Ты была всегда прекрасная, ты была всегда с юмором, с таким юмором, что я надо цума баслистахальна бохас. Хоза, Марida Кабосна Орса.
Mastermek al was dit kennen naar gaan ze Juda als de bocht ze gaan zijn zo was het de motor. Я что фасад ставил на Juda. Людмила Графовна была не только великой актрисой, но и поэтом, драматургом. Лучшие остинские композиторы писали свои произведения на стихи Людмилы Головановой. И сегодня лучшие ее творения читали артисты театра и студенты актерского факультета. من واشت بار باگرالغشتا بمتون در بام نکشه منان در ایش جمده ممود کنم ایشچی وارجه. Без преувеличения Людмила Голованова непревзойденная актриса. Ее роли в драматических спектаклях не оставляли равнодушным никого. Самая известная ее роль в спектакле «Нияра Джакадек». На сцене она воплотила мать, которая на войне потеряла сыновей. Она играла не только драматические и трагические роли. Людмила Голованова была также непревзойденной комедийной актрисой. Блестящий тандем с Давидом Габараевым зрители обожали. Людмила Голованова также была активным общественным деятелем, депутатом 1 и 5 созывов. В самые сложные для республики дни она всегда была с народом. Ее патриотические стихи вселяли в людей уверенность в светлое будущее. Стелла Бязарова, Рауль Кочев, Оксана Татаева. Информационный выпуск сегодня. Подготовка началась. Съемки третьей по счету музыкальной премии РФНФ на ГТРК ИР стартуют в середине декабря. Национальная музыкальная премия была учреждена гостелерадиокомпанией ИР в 2019 году и стала самым ярким музыкальным и светским событием. К новому этапу организаторы подошли со всей ответственностью. Мероприятие обещает быть запоминающимся. Третий год подряд в Южной Осетии проходит церемония награждения национальной музыкальной премии ГТРК ИР РФНФ. Определяются лучшие исполнители на остинском языке по версии национального телевидения. Съемки третьей по счету музыкальной премии стартуют в середине декабря. На данном этапе проводится подготовительная работа, подготовка сценария, обсуждение концепции, декораций, костюмов и так далее. По словам организаторов, вручение третьей национальной музыкальной премии ГТРК ИР РФНФ обещает быть впечатляющим. К этому стремятся организаторы. В этом году в третий раз пройдет одна из главных церемоний музыкальных наград «Млечный путь» РФНФ. Это проект ГТРК ИР. Что касается лауреатов, все имена их станут известны на самой церемонии, которая пройдет в Государственном драматическом театре. Есть очень много исполнителей, которые представят премьеры песен. Национальная музыкальная премия РФНФ была учреждена ГТРК ИР в 2019 году. Впервые церемония вручения премии прошла в Государственном киноконцертном зале «Чермен» и стала самым ярким музыкальным и светским событием уходящего года. В этом году церемония будет открытой с участием зрителей. В предстоящем музыкальном событии организаторы обещают много молодых лиц, как и уже полюбившихся артистов. На премии фэнды рагмарохасан столотана зоракенчти кадун ошоз фескохтаста умо биразорждан фестуй нугзорждан фестуй исам зоракенчта кадун заруд хитти марохижст кадун одам дас сажама гранисма фелдараста ворзанч зоракенчтертен билкутом наханирастуна ватта شگفت فرصت دارم بیرر شوجنیس آدم ارتیست خمته گرتیست نخیت درافته فلا نمیس فتجوب در ایو نمن قطع سرازگه شوی قوم زارگو ایرونو فدنا استرادون و ناسیونالون و آدمون فلا قوم و ایرون زاگل و من افتکس من نوگاز فتجوب مینوت ایرون آدم قوم باید قوسوی ایرون زارگوام.
Церемонию вручения третьей национальной музыкальной премии ГТРК ИР «Эрфенефет» телезрители смогут увидеть сразу после наступления 2022 года. Эльвира Тепилова, Альдина Чхоева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуева. Желаю вам всего доброго и до свидания.